Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр, компания «Центр домостроения». Мы находимся в местечке Снегири. Здесь мы построили несколько лет назад вот этот прекрасный дом. А сейчас что же в доме происходит? Давайте покажу. Всем привет, Денис, привет. Здравствуйте. Давай, Денис, вместе расскажем, что мы здесь делаем. Мы в этом доме уже третий раз. Да. Несколько лет назад мы построили этот дом. Потом у нас был второй этап работ. Да, мы утеплили его. Мы утеплили пол первого этажа межэтажного перекрытия, утеплили кровлю, настелили фанерные полы. И сейчас у нас третий этап работ. Нас пригласили сделать гипсокартон, отделку гипсокартоном. Мы обшиваем дом внутри гипсокартоном. То есть уже прямо близко-близко подходим к готовому варианту. Ага. Вот. Так, давайте пойдем посмотрим, что мы сделали, что мы делаем, да, что мы уже сделали. Наружные стены мы обшили пароизоляционной пленкой. Да, видно. Аккуратно очень. Проклеили все полностью. Все стыки, все соединения, все, что к дереву примыкает, все полностью, все проклеили. И очень все герметично. Потому что здесь, скорее всего, будет утепление снаружи. Конечно. Да, а если будет утепление снаружи, то пароизоляция нам обязательно нужна. Угу. Вот. Поэтому так. Дальше что мы делаем? Мы выставляем, вот мы тут видим направляющий профиль уже, да, 27 на 28 выставлен у нас. Да. И сейчас мы приступаем значит, мы разметили, где у нас будут стойки, и приступаем к монтажу подвесов. Крепление, значит, идет к профилю снизу. Да. И потом по стене. Шикарно. Сверху оставляем зазор на усадку. Да. Сколько? 5 сантиметров. 5 сантиметров. Прекрасно. Ну, очень аккуратно, как чистенько и аккуратненько это все выглядит. Красиво. Да, действительно. Шикарно. Здесь мы будем делать перегородку. Тоже, Денис, расскажи, что да, здесь у нас котельная. Угу. Это котельная, хозпомещение. Здесь будет перегородка. Да. Полностью. Здесь, я так понимаю, проем, ну и лестничный марш. Да. Здесь тоже вторая перегородка. Здесь у нас ванная, санузел. И, наверное, по-моему, кладовка, если не ошибаюсь, маленькая вроде бы есть. Угу. Ну вот. Так, что еще у нас тут есть? Так, ну тут у нас будут сложности, как обычно. У нас переход с первого этажа на второй. Здесь у нас, скорее всего, опять будет, значит, какой-то, как назвать это, зазор. Между первым и вторым этажом небольшой зазор для того, чтобы у нас был усадочный зазор. Усадочный зазор. Да. Он будет здесь, вот именно в этом месте. Да. Вот об этом вообще никто не думает. Вот по первому этажу, ладно, профили выставили, да, зазор сделали. А как сделать так, чтобы межэтажная была усадка? Да. Об этом вообще никто не думает. Потому что на втором этаже у нас усадка обратная. Там со второго этажа вниз будет спускаться гипсокартон. Если здесь он у нас ставится на пол, и потолок, получается, постепенно будет двигаться вниз, да, то там все наоборот. Там-то, получается, у нас сверху вниз двигается, и нам нужен вот именно зазор по низу уже оставлять. Да. Хочу отметить, что дом уже устоялся несколько лет. Усадка будет минимальная, такая техническая, после того, как начнут топить. Ну, это остаточная влага, она будет выходить. Но она будет, когда начнут топить. Но это уже скоро. От нас ждут перегородку. И вот здесь будет котельное помещение обустроено. И уже дадут тепло. Скоро будет здесь тепло. Здесь мы можем что сказать по поводу именно этого объекта. У нас можем показать, в принципе, подвесы, какие мы используем, какие у нас есть профиля на этом объекте. Ага. То есть это все довольно-таки специфическое, интересно. Это профиль Knauf.
Это подвес КНАУФ. Это довольно-таки жесткие вещи, которые, ну, это не дешевка, не дешевые вещи. Это такие прям очень жесткие конструктивные элементы. И, ну и, соответственно, направляющие профили стоечные. Это все очень твердая такая штука, не какая-то там. Ага. Это не 0,45 профиль, который обычно там по дешевке продается практически везде. Гипсокартон. Это обычный гипсокартон, 12 миллиметров, стеновой. Что еще могу сказать? Ну, стандартный. Прям стандарт. Вот они, 12 миллиметров. Это огнестойкий, розовый такой у нас. Ага. И потом зеленый, это влагостойкий гипсокартон. Это все 12-миллиметровые стеновые Расскажи, куда пойдут. гипсокартоны. Соответственно, значит, огнестойкий котельная. Ага. Полностью внутри будет обшиваться. Так. Влагостойкий – это ванная, туалет-ванная. Ну, примерно нашу работу дней через 10, когда дом будет уже покрыт гипсокартоном. Поэтому оставайтесь с нами, скоро сами все увидите. До встречи в новых видео. Пока-пока.